Здравствуйте, коллеги! Мы продолжаем нашу серию наших мастер-классов в рамках Чеченского фестиваля мастер-классов. И сегодня я представляю нашего нового мастера Людмила Геннадьевна Кузеванова. Она у нас была участником прошлогодних мероприятий. Я думаю, что сейчас она выступает в роли мастера, нам приятно ее видеть. И Людмила Геннадьевна, она представит нам мастер-класс «Подарочная упаковка. Техника скрапбукинг». У нас есть слушатели, у нас будет работа. Мы в конце мастер-класса в группе ВКонтакте выставим наши материалы, наши результаты работы. А сейчас я слово предоставляю Людмиле Геннадьевне. Пожалуйста, вам работать. Спасибо огромное. Итак, мы с вами сегодня познакомимся с такой техникой, как скрапбукинг. Это очень модное такое уже направление нашего искусства. Техника скрапбукинг – это когда люди собирают из кусочков бумаги различные какие-то композиции, тематические композиции, например, к Новому году, к свадьбе, например, кто-то подарок готовит, к 8 марта и так далее. А выполнять мы будем подарочную упаковку, она называется бомбоньерка. Оказывается, вот эта бомбоньерка уже давно, еще в 16-15 веке существовала. Особенно она была модная и популярная в Древнем Риме и во Франции. Вот эти бомбоньерки, они выполнялись тогда из очень драгоценных материалов, из драгоценных различных каменьев украшались, из керамики, из стекла, выполняли из ковки металла даже делали. Вот. До наших времен она дошла как бы более в упрощенном варианте из более простых материалов. А раньше эту бомбоньерку каждый, когда приглашал на день рождения, например, какой-нибудь герцог, да, к себе домой, он каждому гостю готовил вот этот подарок с бомбоньеркой. И вот, например, столовый набор стоит, и вот бомбоньерка стоит рядом со столовым набором. Он не только как бы получает подарок, и он сам приготовил для своих гостей подарочек. Вот. Поэтому я вам тоже предлагаю сегодня сделать маленький сюрприз. Маленькие упаковки, они очень симпатично смотрятся, очень выразительно. Это зависит, конечно, от вас, как вы сегодня их сделаете. Они очень простые, имеют разную форму. Мы сегодня с вами сделаем две формы. Так как у нас более упрощенный вариант, в основном делают бомбоньерки и такие коробочки из бумаги, из ткани, из керамики. Вы можете это увидеть в наших магазинах декоративных, где вот продают какие различные сувенирчики. А мы сделаем сами, и сделаем еще лучше. Итак, значит, мы сегодня сделаем бомбоньерки. Вот посмотрите, есть различные, вот у нас наш помощник показывает бомбоньерки, какой они формы бывают. Можете дальше листать, посмотреть. Вот в виде пирога, можно как пирог сделать потом. В виде вот таких вот тоже пирамидок, но чем они не очень удобны, там есть щели, и сквозь щели все выходит. Вот эта пирамидка, она более цельная, более надежная, которую мы будем делать. Так, дальше листайте. Ну, в виде коробки. Вы заметили, наверное, как красиво сейчас оформляют коробки для конфет, да, из-под конфет. Тоже можете увидеть. Ну, вот как пирог выстроен, бомбоньерка. Вот. И в виде мешочков тоже. Сейчас тоже модно и часто, вот особенно в ювелирных магазинах вы наблюдаете, да, колечко покупаете, например, и дарите, в мешочек кладете. Вот сейчас вот мы увидим в виде мешочков. Это очень просто сделать. Кусок ткани завязал и подарил. Да? Вот такие у нас коробочки. Итак, сегодня мы делаем и выполняем нашу коробку в виде вот такого конуса, то есть вот такой вот пирамидка, и в виде нашей сумочки. Вот у нас специально есть такая, давайте возьмем пирамидку. Сначала пирамидку выбираем, вот, выбираем нашу пирамидку. У нас уже все сделано, уже различные линии сделаны ножничками и линейкой. Чтобы быстрее дело пошло, мы просто сгибаем и приводим в нашу форму, чтобы она была готова уже к заклеиванию и формированию пирамидки. Вот такая пирамидка должна получиться. Угу. Сгибаем хорошенько. Если надо, вот можно ножничками немножечко. Ну, они руками уже как бы формируются и выполняются. Да? Угу. У нас вот такие вот готовые швы, да, получаются. Готовые швы.
Вот с этими швами мы сейчас будем работать. Угу. Итак, получилось. Так как у нас есть несколько вариантов завязывания вот этой пирамидки, я предлагаю более упрощенный вариант. Некоторые просто завязывают ленточкой и начинают ее украшать. А я предлагаю более цельный вариант. То есть вот эти 3 долечки вам нужно заклеить, вот эти 3 долечки вот так соединить, и нужно просто заклеить. Вот. И у вас получится одну сторону, последнюю, 4-ю оставляйте, потому что вам нужно еще спрятать подарочек. Вы об этом помните всегда, чтобы была возможность и человеку, которому вы подарите, открыть ее, да, и вытащить подарок, и вам, чтобы спрятать туда подарочек. Вот эти 3 стороны, швы внутрь прячем, чтобы швов не было видно, чтобы просто были видны грани вашего изделия. Клейте прямо на столе, вот так прижмите грани, чтобы они хорошо приклеились. Вот так, потому что картон жесткий, и чтобы приклеилось, вы прямо посидите и вот так вот подержите с обоих сторон, вот так вот. 2 шва, которые вы клеите. Хорошенько так поглаживайте, чтобы у вас все хорошо выровнялось. Ну, Геннадьевна, сразу у меня вопросик есть. Вот эта форма, то есть, скажем так, самой бомбоньерки, ее ведь надо каким-то образом изготовить, да? То есть вот, чтобы мы могли вырезать. Да. И есть ли какие-то технологии, и где можно взять информацию вот о таких формах, чтобы можно было вот эти формы использовать впоследствии? Можно. Форм очень много. Правильно, Наталья Геннадьевна, что вы подсказали. Самое главное, у нас очень большой выбор в интернете. Я обычно набираю просто бомбоньерки, выходит, или просто схему бомбоньерки наберите. Я сайт выписала и приготовила для вас презентацию. Если вы хотите, вы можете эту презентацию взять и с детишками провести. То есть вот это, чтобы вам облегчить. Да, можно опубликовать. То есть вот там есть сайт, который я скопировала, а вы можете просто бомбоньерки, схемы набрать. Там выходят схемы. Обычно я распечатаю на формат А4. Вот, вырезаю этот шаблон и уже накладываю на простой кусок картона. Вот таких шаблонов я делаю несколько штук, потом я вот детям раздаю, дети обводят и начинают уже выполнять изделия. Еще один вопрос. Вот смотрите, бомбоньерки делают для какого возраста детей? Вот, я понимаю, что вот эти заготовочки, готовые заготовочки, они хороши для младшего школьного возраста, а для старшеклассников, наверное, все-таки есть более смысл сложные, да. Не подготовить, чтобы они сами сделали. Да, да. Старшеклассники у меня сами все обводят, а для малышатиков я с 4-летними эти изделия делаю. Я, конечно, раздаю как вам, готовые, все уже исчерченное, потому что им еще сложно работать вот так и надавливать, и делать по линейке и ножничками. А уже когда дети приходят уже с 8-7 лет, они уже сами все делают, обводят уже, как бы, да, действительно, правильно, возрастная категория здесь тоже имеет большое значение. Так, готово, да? Теперь нашу бомбоньерку нужно сделать 2 отверстия. Вот смотрите, вот здесь отверстие нужно, где вот у нас свободно, и здесь отверстие. У нас есть резачки, да? Аккуратненько, только не, и в это отверстие мы будем просовывать в самом конце ленточку, чтобы завязать ее и зафиксировать, чтобы она полностью закрылась, спрятала свой подарок. Я бы шило использовала. А вот шило есть, одно я принесла, в магазинах нету, в 2 магазинах была, не нашла шило. Все, я уже сделала. Я сделала надрез. На самом деле шило надо, конечно. Еще, Наталья Геннадьевна, я видела, очень многие делают дыроколом, дыркой. Но дырка, она очень большая и смотрится очень неэстетично. Но с другой стороны, да? если дыроколом делать и использовать его с точки зрения декоративного элемента, то дырокол, наверное, подойдет. Вот круглый дырокол, но он большая дырка, и очень как-то, я посмотрела в работах, мне не понравилось. Я пыталась так делать, но отошла я от этого вот. Здесь в данном случае это уже ваше решение, Да, с да. методики, как это все делается. Так, ну что, мы сделали. Сделали. Теперь наша задача ее украсить. Так как вы фантазерки, вы как бы женщины и девушки, они очень любят украшать все. Платьишки, различные, допустим, изделия.
Это у нас как бы в крови, можно сказать. Я вам предлагаю использовать вот такие салфеточки. Можно как кружавчики, просто элементом заклеить, можно вот такие. Можно использовать фигурные дыроколы. Вот берете любую цветную бумагу, любой цвет, который сюда подходит, дыроколом выполняете фигурки и создаете какую-то композицию, заклеиваете. Здесь рисунки, да? Да, здесь рисунки фигурные, выбираете по тематике. Может быть, с ангелами. Угу. Фигурный дырокол обычно используют один тонкий слой бумаги, просовываем, выполняем все. Да, и получаются вот такие Да. вот. Да? Такие, да, и фигурки получаются различные. Получаются различные. Мгм. Журналисты, Простые ножницы нужно. Мгм. Так, может быть, нам, если нужно сразу вторую коробочку собрать? чтобы Можно, украсить? можно, давайте. И потом сразу можно сделать. Давайте сумочку соберем. Ну, вы украшаете его, как бы у вас времени не так много. Значит, как мы делаем сумочку? Тоже так же собираем, сгибаем, там сгибы уже готовы. Все сгибаем четко и собираем эту сумочку. Сейчас тот момент, который потом период Здесь сборки. нужно сказать для тех, кто никогда не занимался с картоном, как сделать надрез. Опять же, Надрез, который вот отверстие, вы говорите, да? Нет, Мгм. надрезы. Вот мы сейчас форму взяли, и Мгм. вы нам подготовили надрезы. Мгм, мгм. Но когда мы выполняем, если мы неправильно выполняем надрезы, форма может не собраться. Согласна. И даже, знаете, бывает, честно говоря, когда шаблоны вытаскиваешь, когда делаешь, да, бывают несостыковки. Даже вот эту сумочку, когда вроде шаблон уже готовый, я беру, но когда мы делаем зацепочки, вот эти зацепочки, тут нужно делать вот такие надрезики, потому что вот эти надрезиков этих не хватает, чтобы зацепить вот эту сумочку, вот так вот. Надрезиком, ножничками немножечко подрезайте тут чуть-чуть, где вот зацепки. Тут должна получиться вот такая маленькая сумочка. И еще бывает вот этот отрезочек, вот, который, он лишним бывает. Где-то иногда немножечко подрезать нужно. То есть прежде чем сделать детьми, надо еще раз попробовать Да. выполнить эту работу. То есть заранее я всегда делаю, и все равно где-то немножечко бывают чуть-чуть какие-то такие недочеты, которые можно поправить ножничками, подрезать где-то, где-то выровнять. Это все, в принципе, поправимо. Мгм. Мгм. Вот это вот. Сделала. Ага. Сейчас давайте я тут еще надрез сделаю тоже. А вот тут, знаете почему? Тут надо немножко убрать. То есть это лишнее. Да, лишнее, потому что вроде шаблон тот, но я потом уже в ходе действия вот подрезаю. И здесь тоже чуть-чуть бывает так. Мгм. Посмотрю, сумка не собирается. Соберется, да, она просто... почему-то шаблоны немножечко чуть-чуть неточные, поэтому я, когда делаю, сначала перепроверяю несколько раз. Поэтому, если бы, допустим, я разрабатывала шаблоны, у меня старшеклассники бы были, я бы, наверное, вот много внимания уделила бы самому вот этому не трафарету, а вот этой развертке со старшеклассниками, чтобы они знали, что особенность развертки, то есть они есть в интернете, но знание — это связь с предметом черчения большое имеет. То есть мы не просто тут творчеством занимаемся, но мы тут еще и разрабатываем развертки. И уточнения какие-то. Тут необходимо знание по черчению. Знание по черчению это точно, да. Мои коллеги согласятся, которые сидят здесь. Да, тут четкость нужна быть, как математическая четкость. Что-то где-то чуть-чуть неправильно, и уже коробочка не собирается, к сожалению. Такие бывают тоже моменты. Один раз тоже какой-то сложный я взяла, поезд для малышей хотела сделать. Очень тяжело собрался, решила не делать, потому что оно идет очень-очень туго. Ну, малыши уже просто не осилили бы. Хотя такой вот образ. Лишние вещи, они не позволяют собраться. Просто лишние какие-то элементы. Ну, где-то потом выровнять. Хотя вроде как покупка, Да, так, собрали. Да, мы собрали. И тебе тоже надо будет. Здесь тоже можно завязать, потом, когда вы спрячете конфетки, например, да, можно завязать бантиком. Можно вот 3 цвета у нас можно выбрать и потом в конце. Наверное, все-таки развернула, прежде
сделать сборку, я, наверное, сначала выбрасываю. Мгм. Так, ну что, чем-то салфетками можно украсить? Да, можно салфетками, можно украсить дыроколами фигурными, цветную бумагу можно выбрать любую. В конце можно украсить стразиками, немножечко подклеить. Это уже по вашему вкусу. То есть, по сути дела, вот материалы для вот этого декоративного можно найти Везде, да. везде, да? Есть специальный магазин, все для художника. В Радуге есть магазин, тоже все для художника. Свои идеи, хороший магазин. Там уже готовые бомбоньерки продаются, обратите внимание, если кто туда заглянет, там прямо готовые из ткани, очень много коробочек всяких вот подарочных, разных форм и разной величины. Но они недешево стоят, поэтому как бы... Как раз бы и хотела, чтобы, Да. может быть, сами. Я вот думаю, что вот один из вариантов салфетки вот это вот снежинка. Мгм. Можно, собственно, сделать снежинку, а потом основу этой снежинки украсить. Да, можно. То есть вырезать снежинку Мгм. и краями снежиночки. Тут просто заготовка есть, и уже хорошо сделанная заготовка. Но когда нету как бы варианта, можно, наверное, так сделать. Еще мы как с детьми делаем, мы салфетку вот так берем, бомбоньерка уже готова, и кладем прямо на серединку салфетку. Иногда можно подарок вот так подать, допустим, да, тоже ее использовать как вот, ну как фоновый, чтобы она более выгодно просматривалась, бомбоньерка. Ну, конечно, оформление праздников, бомбоньерка для оформления праздников, она создаст красивый антураж. Да, особенно мне понравилась вот идея, когда вот я читала про нее, узнавала, давно уже начала, ну, откуда же это взялось, что оказывается это в принципе сам хозяин тоже готовил подарок, не только сами гости, да, допустим, приходили на день рождения. Это, мне кажется, такая хорошая идея, вот как бы добрая идея, традиция. Да, у нас сейчас Замечательно. стоят праздники, на 8 марта, Мгм. ну, больше, наверное, подходит к женскому дню, да? Да, наверное, больше, да. К Новому году можно приурочить хорошо. Вот, пригласить гостей к Новому году, вот в бомбоньерке что-нибудь так вот спрятать и как бы все это сделать. Есть ли какие-то композиционные правила при оформлении бомбоньерки? Композиционные, то есть можно их использовать, как вам Потому сказать? что форма сложная. Мгм. Есть ли какие-то правила, вот как-то расположить, вот, сжать и располагать элементы? Ну, правила, в принципе, они как бы вот, если окунуться в прошлое, там они рядом со столовым прибором ставили. Я имела в виду не то. А композиционно, то есть Композиция, да. Вот у нас оформление есть как? Форма, Мгм. сложная форма. И какие закономерности оформления в сложной форме Мгм. можно использовать, то есть как вот располагать элементы, чтобы Мгм. у нас получилась, ну, скажем так, хорошая композиция, интересное само решение. Есть ли такие правила? Ну, знаете, исходя из моего опыта, сколько вот я такого рода уже проводила, вот занятия и мастер-классы, хочу сказать, что есть такие некоторые моменты, ошибки, что очень много клеят различных элементов, просто, без всякого. Кто-то, наоборот, выстраивает композицию. Вот, например, вот берет образ ангела, вот, например, ангел в руках держит что-то, например, цветочек, там жемчужинку, можно там стразик заклеить в его руках, и уже выглядит как композиция. Кто-то цветочный лук проставляет, например, оформляет только нижнюю часть оформляет и все. Центр как бы немножко такой пустой остается, но он хорошо смотрится. Кто-то наоборот, например, взять пирамидку, у сторон только центр заклеивает, например, по одному цветочку. И достаточно. Ягод больше не буду клеить. Много, ну как бы лишнее не надо. Ну и надпись еще тоже располагает. Ну и я так, первое правило, это, наверное, не надо много, слишком. То есть должна быть какая-то мера определенная. Ну, вкус художественный должен быть. Попадает вот картинка. М? А она внутрь туда
фотографии. Да, Надо там достать. открывается. Мгм. Там открывается вот как бы специальная штучка Конечно, защелка. нужно еще Мгм. всё равно писать. Нравится-то надо. Да, мера и композиционно. Можно центр оформлять сторон, а можно, допустим, край, только нижний край оформить. Тут зависит от вкуса и от желания самого как бы человека, который будет выполнять какие-то украшения. Мгм. Ну и зависит от праздника тоже. Но дело в том, что дети не всегда знают правила. Да. И Ну, эти я им, правила нам необходимо каким-то образом подсказать. ну, то есть я им говорю сначала узор от центра, центровой узор есть. Есть узор, который идет по краям, по донышку, например. Есть То узор, есть мы который здесь симметричный. здесь мы, Мгм. наверное, рассказываем об орнаментальных Да, как орнамент. формах. То есть есть Мгм. форма замкнутого орнамента, есть форма ленточного Да, орнамента, да. Точно. Есть формы, скажем так, в полосе, есть формы как бы свободные немножко, Да, потому что вот разбросочки, да. у сумочки Мгм. сложная форма, и тут надо, конечно, почувствовать, где и как расположить основные элементы. Мгм. Я согласна, да. Узор, хорошо, все, очень замечательно. Вам сейчас надо ленточку, наверное, скорее всего, вам белая, наверное, подойдет, да? И вот конфетки прячьте, и можете уже сегодня кому-то сделать подарочек, сделать настроение. Вот, отрезайте, выбирайте. Так, еще я бы, наверное, все-таки дополнила, что работая с бумагой, надо учитывать еще, наверное, экономию бумаги, умение правильно Аккуратность. вырезать элемент. Нет, Мгм. аккуратность здесь, ну, скажем так, она сама по себе происходит, аккуратность приклеивания, она, да, вот, экономия бумаги, как ее сделать, чтобы это было экономично. Вот я вам сказала, например, Мгм. я бабочки все-таки согнула лист, не по краю пошла, согнула, у меня получилось бабочек больше, Мгм. но возможности как бы увеличить, сэкономить эту бумагу у меня появились. Согласна. Ну, я внутреннюю часть, наверное, не оформляла, да? Внутри можно не оформлять, можно оформлять. Тут тоже по выбору самих людей, которые... У меня дети и внутри оформляют, и с внешней стороны. Как бы Такое что... много лишнего. Да, я тоже им говорю, но все равно некоторые там и внутрь заклеят, и еще какую-то там надпись внутрь добавят иногда, как сюрпризик. Ну, то есть тут уже исходя из Я этого. должна сказать, что вот наличие вот этих всех вот компонентов, которые сейчас в продаже есть, Мгм. вот оно, конечно, оно позволяет возможности вот, оформлять эти бомбоньерки совершенно Мгм. различным образом. Завязать можно ленточкой, да, какой-нибудь цвет выберите. Можно беленький, зависит уже от ваших цветов, которые вы использовали. Нравится. Дети вообще, честно говоря, они как у меня художники, но они очень любят выполнять различные подарочки. Они уже, когда делают, уже анализируют и говорят, кому сделают, как сделают, что они туда спрячут, когда они пойдут что-то там тихонечко купят, чтобы родные не видели. Ну, то есть вот они уже как бы с удовольствием так это готовятся к данному сюрпризу. И большой любовью выполняют эти работы. Ленточку еще и скрутить, да? Да, можно скрутить на концах. Конечно, у меня получилось очень Веселенький. крупный. Мгм. Ну, почему-то бомбоньерка мне никак не собирается. Что? Давайте я вам помогу.
Да? Нет, вы Сделать. сделайте пока так, а потом вот такие ленточки, они продаются. Но мы в основном такими пользуемся, потому что они, знаете, что, какая проблема с этими ленточками, которые вот настоящие, сыпятся, да, вот эти-то более экономичные. Поэтому я их перестала покупать. Я беру экономично, тем более дети, они все дергают, все так это То есть, быстро-быстро. Торопятся, чтобы больше успеть. Некоторые по несколько штук у меня делают потом во понятно, вкус. это такая возможность Да. украсить. Мгм. Поэтому очень даже интересно. Ну, собственно, как бы основная идея понятна, да? Я думаю, коллеги со мной согласятся, что как бы мы можем иметь уже представление, что здесь делается. Да. И была представлена презентация. Страсики? А? Блестяшки. Да, конечно. Вот возьмите, выбирайте. Они склеевые, да? Помните, что с клеем надо, чтобы не запутаться там. Ну, очень интересные такие получаются. Я много взяла. Сейчас будет несколько снежинок. Я думала, что это так. Ага. Так, ну мы должны, наверное, наши изделия хоть как-то показать. Можно, да. У нас получилось изделия. Разные у всех получается настроение. У Натальи Геннадьевны уже, наверное, весеннее настроение, судя по бабочкам. Уже весна в душе, наверное. Нет, самое удивительное, просто подсказали компоненты, которые здесь есть. Иногда не настроение влияет, а То, что есть, Есть. исходя из материала, да, исходя из самого. того материала, который есть. Но Мгм. это вот, Мгм. в принципе, с детьми-то, конечно, надо готовить идеи, подсказки. Просто мы-то здесь собрались люди-профессионалы, Знаете, честно говоря, дети даже намного интереснее делают, чем мы взрослые. да? Да. И я жалею, что, знаете, что мало фиксирую я такие работы, то есть мало фотографирую. И ни за что, у нас же есть там есть специальные такие выставочные стеллажи стеклянные. Сделайте еще сумочку. Вот, стеллажи. И там вот я хочу выставить, ни один ребенок не оставил, потому что это на подарок, ни в какую, и очень по цветовой гамме. Клеится? Они Там снимаются Мгм. лентами. Снимаются, да. Нет, Ленточками. просто Мгм. ленточка не клеится. Не клеиться должна быть. Должна. Там Вот просто... это клеится, а вот эти... Не, мы делали с эти по детьми. одному В снимаются. этом году еще новогодние вот эти открыточки делали, как бы. Вам. Я тут делаю снежинку. Вот надписи хорошие. Это, знаете, вот была тема у нас тоже когда-то мастер-класс, мы Мгм. проводили 3 года назад. Но мы проводили как раз, вырезали снежинок в канун Мгм. Нового года. Мгм. И то, что мы там из бумаги, бумага-пластика, можно сделать какие угодно элементы. То есть вот тут салфеточка, она позволяет какую-то вот снежинку сделать. Это она такая сложная получилась форма, Мгм. показывает форму сложную. И ее уже можно, наверное, каким-то образом применить уже, собственно, Мгм. Да, можно. Вам что-то нужно? Нет, я вот пока оставлю свою коробочку. В Мгм. таком виде, какой есть, а здесь фантазия пока не работает. Ну, вам можно сначала, вот исходя из картинку приклеить, и вот исходя из картинки, может быть, что-то сделать. Если у вас солнце, можно, допустим, цветочные какие-то фигурки использовать. Тех же ангелочков, почему бы и нет, да? Может быть, сердечко там есть еще. Вот сердечко есть. Может быть, сердечком что-то обыграть и с ангелочком, да? Сейчас же день влюбленных приближается. У нас дети у меня уже заговаривают, уже намекают. Надо ко дню влюбленных что-то сделать. Вот. Кто-то хочет уже родителям, кто-то уже влюбленный ходит. все-таки я бы, наверное, порекомендовала сначала делать декор, потому что на весу
красоту декорировать очень трудно. То есть прежде чем собрать коробку, наверное, сначала надо ее продекорировать. Да. Представляете? Вот тут уже соглашаются со мной, потому что сложность сразу. Я так не увижу, например, вот я увидела собранный, где какой вид. Нет, ну ее надо сначала собрать. Ее Собрать? сначала Да, собрать, да, да. посмотреть, Мгм. потом разобрать. Ну вот там. Да, потом разобрать, Потом ее делать на декорировать. плоскости. Да. И Единственный такой момент, вот когда собираешь, и когда уже она красивая такая, да, клеем пачкаются вот эти узоры. Ну, у меня с детьми такая проблема, со взрослыми таких моментов не было. И когда они начинают собираться, у них вот эти все узоры мнутся и пачкаются. Поэтому я уже в готовом виде с ними делаю. то есть это специально сделано Да. для работы с детьми. Потому Мгм. что вот мне, например, неудобно. Вот, видите, вот, Наталья Геннадьевна, у вас так. А с детьми я стараюсь, и вот с другими стараюсь уже готовую такую вот, чтобы форма была. Потому что они, когда начинают склеивать, руки у них грязные, они все вот эти изделия пачкают. И, Ну, здесь надо к сожалению, посмотреть на качество клея. Вот, Да. в данной ситуации клей очень липкий, и он как бы Да, не не подразумевает. совсем подразумевает вот работу с этим Ну, материалом. да, его маленький, наверное, надо А брать. если взять какой-то немножко другой клей, то в этой ситуации, значит, у нас будет все будет качественно. И клей качественно. может Но это быть, наши рекомендации, быть. потому что вот мы по материалу чувствуем, что Ну. происходит, да, и поэтому вот, ну, мы даем свои тоже. Мгм. А картон, вот когда клеишь, такой клей слабый он не берет опять. Поэтому я уже такой клей покупаю. Клей-пистолет, вот я вот думаю, Да. что здесь, наверное, будет лучше, наверное, Более качественно. Мгм. и ленточку. Мгм. Ну, клеем пистолетом я не пользуюсь на работе, потому что боюсь. С детьми работаю, поэтому там надо быть очень осторожным. Поэтому я уже безопасный самый. Клей момент уже давно не использую, то есть Ну, вот момент вынуждена. Момент Момент очень Мгм. сложно его использовать. Мгм. Ну, он хорошо клеит, Я очень бы, хорошо наверное, даже, склеивает. наверное, рекомендовала резиновый клей. Он не такой маркий. И не пахучий. Почему ПВА вы отказываетесь от клея ПВА? Слушайте, покупаю каждый год ПВА, и он меня почему-то не идет. Дети не любят вот этот ПВА. Там Потому же, что он сейчас производитель не совсем качественный. да, он какой-то жидкий очень. Потом бумага, она пропитывается этой жидкостью, и она А какая-то... вот взять клей, вот большую банку вот этого клея ПВА и просто чуть-чуть вот налить его в баночки для Мгм. детей. Использовала я. Да, такой. Что-то как-то не очень у меня дети. Был в продаже, я сейчас не знаю, такой ПВА в маленьком красном тюбике. Вот он был очень хороший. Мгм. И склеивал хорошо, Он да, и не склеил, пачкал. Да, он там и написан был супер. Или что-то там. Он даже так и обозначался. У меня полно этого клея на Ну папье-маше. вот, вот всё. почему возникает такой разговор и почему мы об Мгм. этом говорим? Необходимость подобрать материал Строго, идеально, для чтобы подходило. выполнения бомбонерки, это Мгм. имеет значение. Конечно. Потому что все-таки это как бы материал должен склеиваться, и чтобы качество, дизайнерское качество сохранялось, то нужно качественный материал брать. То есть это Конечно. ко всем. То есть без чего это не сделаешь. Да, естественно. Это Тут, надо конечно, сначала подбирать надо. Подумать, подобрать, Мгм. определиться, что вы делаете. Поэтому можно она, наверное, вот эту штуку. Ага. Да, там тоже длинная лента. Да, это длинная, как можно лента. обрезать. Мгм. Видите, насколько мы отстали, взрослые. Я, честно говоря, вот эти все вещи я вижу впервые, и для меня это все новинка. Я привыкла, что я все материалы делаю. Стразики вам нужны какие-то стразики? Нет, не любите? У меня некоторые дети тоже какие-то там. вещи я Мгм. делаю сама. Мгм. То есть у меня нету такого, чтобы у меня заготовочка. Но я знаю, что Мгм. нынешние детки, Получилось? Ленточка, да, А, ленточка какого цвета вам нужна? они, с наверное, удов- белая. они, наверное, с удовольствием используют готовые элементы декоративные. Да, с удовольствием. Они, знаете, как много это потом начинают клеить. Я уже потом Вот это... здесь зависит Ой, уже я же забыла про эту ленту. от преподавателя, да, когда он сможет его остановить. Передайте, пожалуйста, я тоже хочу передать. Мгм. Как он сможет остановить Да, 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 да. творческий процесс. Я согласна, да, точно. Так, ну что, коллеги, Не я перечь. думаю, что мы должны потихоньку заканчивать нашу работу, потому что основная идея, основная мысль
Понятно, Людмила Геннадьевна. Мгм. Я думаю, что вы дали хорошие рекомендации. И наши слушатели, наши как бы, участники, которые смотрят вот сейчас материал, я думаю, они возьмут на вооружение вот эту технологию. Но мы сейчас покажем, мы все наши работы выставим, да? Как результат нашей работы мы покажем. Сейчас эту ленточку завяжу. Мгм. Так, у нас уже готовы какие-то работы. Если что, вот вы можете на занятиях, кто педагоги, использовать вот эту Я презентацию. так понимаю, Людмила Геннадьевна Мгм. конфетки принесла, чтобы Да, сразу туда же спрячьте, да. спрятали Мгм. конфетки. Так что вы сразу уже завязали, ничего не спрятали, да? Как-то все в творчество. Все, да, давайте развязывайте, кладите, прячьте. У вас уже готовый сюрприз. Сегодня кого-то можете обрадовать. Мгм. Я тоже спрячу кому-нибудь. Собственно, работа увлекает. Да. Я вот решила без надписи У сделать. меня сегодня как раз вот Ещё приемный. О, сейчас, наверное, в эту еще бомбоньерку закину конфетку. Да, конечно. Сегодня вообще праздник. Я должна поздравить с Татьяниным день. Да, студента, точно. И все мы были с вами студентами. И, конечно, сегодня именинники здесь, и можно вот поздравить. Спасибо, Людмила Геннадьевна, что вы нам предложили такой вариант поздравлений с Татьянин день. Вчера помнила про этот праздник, сегодня уже забыла. Поэтому, коллеги, Вы мы вас напомнили. поздравляем с Татьяниным днем. Да, Пожалуйста, давайте. вот такие вот бомбоньерчики. Людмила Геннадьевна свою Ангела-хранителя всем, чтобы у вас все получилось, творчества больше Так, в мы жизни. сейчас уберем то, что нам мешает, чтобы мы могли посмотреть, что у нас получилось. Наверное, салфеточки такие есть уже. Так, эту бумагу беру. Сюда, наверное. Ох, какая красивая. Свадебная, да, такая получилась? Эти замечательные Мгм. бомбоньерки. Так, Мгм. еще одна Давайте сейчас я вам помогу. чуть-чуть. Ага. Чуть-чуть. Вот давайте. Вот сюда. Конфетку спрячьте. Спрячьте, чтобы вот у вас сюрпризом было. Спрячьте конфетку. Что вы будете пустую как бы заворачивать? Да, прячьте. еще сюда, Еще, да. Прячьте, чтобы уже у вас готовое было все. Так, ну что, коллеги, мы с вами заканчиваем. Вот сейчас последняя у нас бомбоньерка. Мы поблагодарим Людмилу Геннадьевну Спасибо. за наш мастер-класс. Берем на вооружение то, что нам предложилось. Вот у нас сейчас еще последняя бомбоньерка появится. Закончится сейчас наша Лена Владимировна быстренько завяжет. Да не надо там, мне кажется, сильно завязать. А сбоку не получается, да? Может, Так, самое главное, имейте в виду, что для бомбоньерки нужен очень плотный картон, жесткий. Да. жесткий, Мгм. и чтобы его согнуть, обязательно надо грамотно сделать надрезы при помощи резака. Вот резак, такой, мы же называем офисный резак, Мгм. он позволяет нам аккуратно сделать. Если маленькие детки, мы им не даем пользоваться резаком, а если взрослые, они могут это сделать сами. Все, большое спасибо. Мгм. Вам спасибо. Мы заканчиваем. Еще должна сказать, что мы каждому мастеру приготовили благодарность от имени института. Вот сейчас он распечатается, и мы вам будем вручать уже потом. Спасибо. Немного позднее. Благодарю. Спасибо Благодарю. большое за внимание. Спасибо всем. Спасибо вам большое. Удачи.